Ассаламу алейкум, Басубажирим. Дядя Хелчин, день вам всем добрый, счастья, успехов, спокойствия, благополучия нам всем. Наши семьи, наши регионы. Вот я сегодня хотел бы небольшую информацию дать, да, о ингушских населенных. Вот меня спрашивают: Руслан, какие были населенные пункты? Об ингушских населенных пунктах в нижнем течении Фортанги в 18-19 веках. Вот так я хочу озаглавить этот материал. Вот смотрите, сообщение о том, что и когда произошло, остается неполным, без указания места, где это произошло, где это событие произошло. Географическое название осуществляет пространственную привязку вот этой информации, вот этого события. Академик Мурзин, очень сильный специалист в топонимии, он говорил, что названия отображают признаки и свойства объекта. Где об этом можно почитать? Поспелов, топонимический словарь, Москва, 2002 год, страница 3. Вот мы считаем, что этимология топонима отображает этническую принадлежность местности. Вот на момент наречения ее конкретным именем топонима. Попытаемся рассмотреть наше утверждение на примере нескольких названий в ареале распространения древних ингушских, кавказионских племен на равнине Алай-Ари. Это нижнее течение Фортанги в 17-18 веках. Вот смотрите, на наш взгляд, на населенный пункт, например, Бамут, да, он носит собственное ингушское обозначение местности, идентичное целому ряду местностей, расположенных в ареале древнего или современного проживания ингушей. Вот какие, например, смотрите. Вообще топоним Бамут, название, да, связано с ингушским языком, смысл которого объясняется и многие другие необъясненные топонимы вот в этом указанном мной ареале. В ареале сегодняшнего проживания и ингушей, и лезгин, и грузин, многих горских этносов. Какие? Вот, например, смотрите. Матати – это селение Верхний Ганич, да, в Осетии. Как он объясняет? Вот как его объясняет, у нас занимается топонимией специалист один, да, Гандаур Иги Магомед. Место мест. Вот в этом своем, в археологическом вестнике номер 4, он объясняет на странице 64. Матати – это Верхний Ганис, место мест. Ламати в окрестностях Белой Арагвы, да, это Нагорье, нагорное место. На странице 64. Буроти – место крепости. Страница 69. Магалти – верхнее место территории, на странице 70. Архотия – хребтовая, от Арги. Место поверхности, 72 страница. Фиарати – благодатное место, благодатная территория, на странице 78. Села-ати – место бога Селы, божества Селы, 73 страница. Ташати – ледовое место бога Тха, 74 страница. Гелати – место бога Гела, 83 страница. Объяснение же вот все. Посмотрите, кроме приведенных Магомедом Гандаур Аги, да, я хотел бы указать еще, у нас же есть древнее, одно очень сильно сакральное в прошлом место, Диалати, Божье место. Там и циклопические постройки, и храм был. Храм Диалати, он разрушен потом был позднее. Сурхоти, место войск. Лекати, вот это Лекит, знаменитый, да, древний центр Кавказской Албании. Вот этот Лекит, он включает в себя обозначение местности, да, вот этот формант Т, да, и название Лекового, да, древнее название Аздаган Лизгинашби Леки Алшхан Царях. Ирати, да, место Ира в Грузии, вот современная Грузия. Самхети, место Сомхов, Армения. Везанти, священное место сингурского, Византия. Если кому-то интересно вот эти материалы Гандаура и Иги Магомеда, да, они в археологическом вестнике археологического центра номер 4, 2012 год, Назрань. Интересный материал, очень интересный материал. Я его с удовольствием почитал, просто приятно было смотреть. Смотрите, эти населенные, вот даже на сегодняшний день, а некоторые руинированные поселения,
вот находится в настоящее время на территории нескольких территориальных образований. Грузия, это Эрети, Кахети, Эмирети, Тушети, Хепсурети, Сванети, Овсети, Ланшхути, Гелати и так далее. А с Гелати наши, да? Азербайджан, Лехети и так далее, и другие. Армения, Урарти, Северная Осетия, Архотия, Цемет и другие. Южная Осетия, Ингушетия, Сурхет, Олгет, Магат и так далее. В Чечне сегодня, Бамут, Балкарии, Кабарды, Карачая, даже до Краснодарского края, Алушта, да, это, оно не имеет объяснения, кроме вот как топоформанта территориальной привязки Т, да. Вот как один Миллер как описывал, мы решили заехать на минутку в Галиату. Что такое Галиаты? Гал это башня, Т это топоформант. Сравните Йох, Коммунта осетинская, Ольгета, Магате, Ингушская, Майста, Малхеста, Герта, Чеченская и так далее, и так далее. То есть можно перевести их на русский место. Где? На каком месте? Правильно он вывод делал. Вот одним из таких населенных пунктов является поселение Бамут, имеющее сложное топонимическое название, этимологию которого Сулейманов и другие специалисты давным-давно уже вывели из слов нахских языков. Ре это войско, и те это место. Мот это местность. Указанная приставка т имеет в ингушском языке несколько значений. Посмотрите, по мнению шумеролога Хайрова Баяла, некоторые глаголы движения шумерского языка с непереходным значением т приближаться и та глагольная приставка, обозначающая направление действия на поверхность чего-либо, да, чаще передается приставками на, до или под. Хайров к вопросу ингушско-шумерских лексических соответствий. Это где можно почитать? История и культура Ингушетии, выпуск 1, Назрань, 2013 год, страница 33. Осетинский исследователь сообщает, Миллер, вследствие утраты древнеиранского суффикса множественного числа, осетинский язык должен был присвоить новый знак множественности. То есть иранский знак им нужно было новый знак множественности. И найдя такой загадочный для нас, то есть для осетинского языка, передал свое склонение на урало-алтайский и угрофинский язык. Закаева, осетины в плену у Алан, Нальчик, 2009 год, страница 125. То есть Миллер выводил якобы из угрофинских. В другом месте вот это Закаева Тина говорит, нет подробностей, как велись подсчеты, может эти проценты, следуя Миллеру, вошли в формы множественного числа с суффиксом «та», корни которого не иранские. Тоже в этой же книге на странице 126. Кроме указанной приставки «та», кавказские языки вне иранского, индоевропейского или других миров сформировали массу собственных суффиксов, аффиксов, в том числе частицы множественности или принадлежностей. Посмотрите, я уже говорил, да, древний этнос Кавказской Албании Леки имел столицу Леки, где Лек это этническое обозначение, а Т кавказский суффикс принадлежности и множественности. В разнообразных формах, встречающихся в ингушском языке, и опосредованно заимствованы языки других языков Кавказа, других народов Кавказа, грузин, армян, азербайджанцев, осетин и многих других. Таким образом, нет никакой загадочности, в кавычках, происхождения данного суффикса. Он древнекавказский. Да. Великий Мар, это пишет Тина Закаева, указывал, и фетическое происхождение скифов не требует особых доказательств. То есть скифы были и то, и другое, и третье. Она продолжает в другом месте, да? Миллер был ошеломлен формой образования множественного числа через суффикс «та». Она рушила его установки на ираноязычие осетин. То есть, если весь язык построен на чужих суффиксах, аффиксах, топоформантах, какой иранский язык? Миллер по этому поводу обращался к урало-алтайским и угрофинским языкам, но ни словом не было упомянуто распространение такой же формы в коренных кавказских языках. Мар считает, что эта форма чисто ефетическая. Миллер, вот Тина Закаева говорит, и сам спешил оговориться, что существует форма множественного числа «та», не может служить доказательством иронизма. Осетинский суффикс «та» для нас не ясен, ахатсо. И попытки иронистов объяснить его не вполне убедительны.
Где об этом пишется? У Тины Закаевой, Нальчик 2009, страница 123. Все подмеченное в астинском суффиксе «да» и «та» – это его особенности, его использование в фамилиях. Законы, нормирующие звукоотношения, находят свое объяснение в условиях жизни кавказских языков, в среде которых долго жил и получил свое явление астинский язык. Это опять Тина Закаева говорит. Вот в этих ефетических языках и надлежало раньше, чем где-либо рыться. Кто искал, откуда произошел смущавший ирониста суффикс множественного числа. Вот знаете, не надо было ни рыться, ни ему, ни Абаеву, ни Миллеру, да. В ингушском языке веками. Анна есть и край горизонта. Малха есть и край солнца. Дело те. Место, где ближе всех к солнцу. На высоте там. Да. Все фамилии, все топонимы, связанные с окончанием на «т», да, вот они в астинском языке, да, они все имеют вот эти древние ингушские топоформанты. Как бы мы это ни выдумывали. А то, что они находятся не только на территории расселения сегодняшних ингушей и чеченцев, а и в других регионах, говорит о том, что это имеет древний кавказский адрес. Да? Адрес поиска в строении астинского языка много десятилетий назад верно, точно и честно указал Борис Горданов, Хиревышан, в критике работы Абаева. Где он его указал? В языке соседей осетин по Кавказу. А тогда ни Абаев, ни другие не захотели прислушаться. Не только в языках коренных этносов, но и более молодых этносов много названий с характерными кавказскими окончаниями. Та, те, ста, сте, над, около и так далее, и так далее. Много топонимов и на территории Грузии, Цовоте, Морсте, Этелте, Саар, Душет, Пепелет, Квешеты. Сравните вот эти Квешети, да, грузинские, сравните Квешети на Столовой горе. Йолхот, Эльхот. Видна природа якобы осетинских Колота, Балта и так далее. Столица Картлийского царства, первое тысячелетие до нашей эры, имеет специфическое название Мсхет. А ну-ка сравните. Виталий, Сарьянта, Сарьяпта, Алушта, Лекит, Ушхот и так далее, и так далее. Это Муса Индиев приводит в своей работе «Москва, 2007 год» на странице 157. В этом ряду следует указать Тушети, Сванети, Кестети, Самхети, Зурзикети, Редант, Гудант, Балт, Уархости, это Арцах, Архот, Архоти, Элхот, Йолхот, Сурхот, Кахет и так далее, и так далее. Кроме указанного суффикса, кавказский мир выработал немало иных средств морфологических построений, множественности и принадлежности. Вот Индиев пишет на странице 143. Разнообразие, имеющих давнюю традицию названий населенных пунктов. Туаа, Харте, Мария, Хали, Сте. Вот примеры приводят. Гази, Коа, Махмад, Хате, Нясар, Керте, Буро, Маге, Эри, Кала, Алма, Есте и так далее, и так далее. Все это разнообразие обнаруживается не только в осетинском или ингушском, но и в других языках кавказского мира. В значении территориальной принадлежности употребляется ИКО, который формирует ингушское КОУ, дяди КОУ, да? Остинское КАУ, Меников, славянское Псков, Краков и так далее. Где КОУ это место современников, отцов или сыновей. Псков, дяди КОУ, Краков и так далее. У ингушей термин КО выстраивает стройную, завершенную, многоплановую цепь смыслов и значений. Она – это рыцарь, сын общества ткани, это старец, онгиш, сыновья, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Вот что сообщает Фома Иванович Гарипекин о селении Бамут и его жителях. При археологических раскопках Вертепова, близ Урус-Мартана, чеченцы указывали, что раскапываемые могильники принадлежали жившему когда-то в этой местности народу Аней. Русские ингушей встретили в районе названия Тарской долины и стали именовать Ангуш. Тарская долина называлась раньше Ангуч или Ангештия, как месторасположение народа. А народ там живший Ангештхой. Из расспросов многих стариков, ингушей, горцев, считающих себе жизни от 90 до 127 лет, который опрос был, да, некоторые подтверждали,
Говорят, что так называлось разным образом жители, жившие в местностях Бамут и Алхорой, Нашхой и Тарской долине. Опросы же Аханицухан, да. Вот такие же опросы сделала Волкова по многим племенам, по вселениях, да. Они тоже указаны в ее трудах. А вот где вот то, что я зачитал, старики сообщили, что был народ они вот в этом местности. Назывались, вот эти жители этих местностей назывались Аштхой. Гарри Пёкин, Фома Иванович, краткие сведения о народе ингушей. Смотрите, где это приводится? Это сборник сведений об ингушах, Газиков, книга 2, Москва, 2018 год, страница 31. Вот смотрите, вот в этом материале, здесь очень много легенд, очень много этих, это великолепные документы, здесь очень хорошие, интересные. Я же каждому рекомендую посмотреть его. О происхождении названия этой части ингушей Петр Иванович Головинский, Терские ведомости, в 871 году еще, да, говорит следующее. Некий Акиницех по имени Аштхо, выселив своего Акинского, спустя со своим родом Бамутское ущелье, основал у источников, называемых черными ключами, Покумыкский Карабалах, образующих рек, впадающего в Мартанчу, названный по имени Аштхо, Аштинкой. От населения, основанного здесь Аштхо, образовалось особое общество, называлось и доселе называется Аштхой. Кумики же его называли по источникам, у которого оно жило, Карабалах. В этой же книге на странице 20. Газика, сборник сведений об ингушах, книга 2. Последними пришельцами, это в этом сборнике сведений на странице 22 говорится. Последними пришельцами на эту вот равнину, да, стали кабардинцы. С ними ингуши, хотя и вели постоянные войны, но были постепенно оттеснены с равнин и заперты в диких ущельях. Аштхой имели поселение в передовой части Асинского Бамутского ущелья и несли обязанности защитников народа. Отражая, нападая на врага, они беспокоили постоянными неожиданными партизанскими вылазками, наездами. А в случае потерь старались прятаться за каменные стены, преграждавшие путь по ущельям Асы, и с зажженными кострами на горных высотах подавали весть населению Галгая о движении врага. Часть Галгая была, да. Воинственные всадники Аштхой были первые главнейшие грабители обреки среди древних ингушей. Это документы, вот, где это указано, где, в каких архивных материалах. Дарик Оз Душан, в книжке Душану, которую я вам показал. На этой книге все тут. Я время не буду терять. Почитайте, выписывайте, проверяйте и так далее. Предание аштойцев говорит, что Аллах Аштой всегда воевали с чеченцами и кабардинцами. Когда же вздумали однажды заключить перемирие, женщины воспротивились этому. Сказали, что же тогда будет делать наша молодежь? Вот так он муали. Что трусишь хан взгляд, ваш взгляд. Хан нахгой шампион. Федер даёт молодежь. Первые русские отряды, распространяя свои завоевательные действия, застали ингушей в пределах вышеописанной территории. Впоследствии, для лучшего надзора и управления, русские производили вольные или невольные переселения жителей. В этом материале, указанном мной на странице 23, там приводится и фолиант, и номер дела, и опись, и страницы, и листы, и так далее, и так далее. Дарик Дешанс. В связи с установлением значения поселения Бамут в истории ингушей, имеет определенный интерес сведения о судьбе ингушских поселений в долине Галгай-Ари. Вот сегодня говорят там, это вынужденно, вот этот Сулейманов вынужденно сказал, ингушские просторы Аханис, да. Масейте тейпе дяха, Альтимирова вышли, Альтимир юрт. Вот на этой долине Галгай-Ари. Зегал юрт это Евулоевый. Другие там Оздоевые. Третьи там другие. Дуктей паждахатчинский. Да. А там ачхуя миллион население. Дука Аллах хаян корень себя. Вот смотрите. В связи с этим вопросом этимология занимает очень интересный вопрос. Этимология топонима Казах-Гичу. И данные о этническом составе населения Казах-Гичу на момент основания в 19 веке. Вот вся современная российская историческая наука вслед за Волковой, да? Ну где смотреть? Этнический состав Северного Кавказа, Москва, наука 74.
или этнонимы и племенные названия Северного Кавказа, Москва, наука, 73 год. Это книжки Дышан, материал Дышан. Они повторяют, все ученые вслед за Волкой повторяют представленные ею сведения о миграции этнических обществ, терминах, обозначениях, этнонимах, населении, этническом составе тех или иных населенных пунктов Северного Кавказа в определенные периоды. В своих сообщениях о составе населения, например, поселения Казах-Гечу и других соседних аулов, Волкова ссылается на исследователей 18-19 века и на акты Кавказской археологической комиссии, том 6, страница 506, где указано: в начале 19 века источники указывают карабалахское население, годы и пороки карабалско-чеченское население, алкарово-чеченское население Казах-Гечу. При проверке содержания оригиналов немецких и иных авторов, в том числе карт Штедера, да, 800, немецкие авторы 73-71 года, и карт Штедера 881, Клапрата и других исследователей, выясняется совсем иное. Одни исследователи свидетельствуют, казах-гечу живут ингуши, а другие уточняют, живут только ингуши. Да, Бахдар Раздавша. Скоро выйдет материал, интересный материал. Вот там вот эти все немецкие вот эти хроники, и немецкие материалы жди, фотографии ждешь, переводы ждешь, тексты ждешь, кто хочет по-своему там перевести, да? Не так, как положено, а может по-другому переведет. Дерек материалы ждешь, они выйдут скоро, да? Дерек агару, веками мелбутшибо, а пожбит, дерек разрушат ждешь. Видите, как говорят? Один говорит, живут ингуши, а другой говорит, только ингуши. Никакое не чеченское население, не такое. Топоним Казах-Гечу. Что же это слово? На каком языке объясняется? Что обозначает? На ингушском языке слово Казах-Гечу обозначает брод, где переходили реку разбойные люди. Газак Алашхант, разбойный, вольный сагвицина, Газак Алашхант, Алаш. Так как она в тюркских языках тоже упоминается, тоже под таким именем. А Гечу это ингушская форма обозначения брода. Где об этом можно посмотреть? Это ингушско-чеченско-русский словарь составителем Аздоев, Мациев, Джамалханов, 1962 год, Грозный, страница 47. Там указывается ингушское слово Гечу – брод. Там же приводится чеченская форма обозначения брода Гечо. Брод. Не Гечу, а Гечо. Вот смотрите, и в словаре Куркиева, Магаз 2005 год, на странице 105 я проверил. Видите, я всегда говорю, я проверяю в нескольких этих источниках. Например, вот какая-то у меня выборка идет, я хочу проверить, я проверяю всегда, прежде чем что-то говорить. И привожу вам страницы. В словаре Куркиева на странице 105 тоже обозначено вот в этой форме Гечу, да, брод. Вот именно схожее с приведенной в словаре 62 года чеченское обозначение формы Гечу, она указывается вот в этом русско-кумыкском словаре на странице 62 вот этого словаря. Это Москва, 1960 год, русско-кумыкский словарь. Именно Гечу, как в чеченском языке, брод у них. Да, переправа, брод. То есть, получается, что вывод какой? Сообщение немецких авторов о ингушском населении Казах-Гечу подтверждается и дополняется данными этимологии названия вот этого топонима Казах-Гечу, имеющего именно ингушскую транскрипцию и формы и смыслы. Казах-Гечу это под словом Казах имелось в виду кочевники или вольные, разбойные люди. А в дальнейшем этим словом стали обозначать разбойных, вольных людей. Вот смотрите, почему я смело говорю, да, вот на ингушские смыслы. Я проверил в тюркских языках, монгольских языках. Вольный азет, а разбойник толоварч. Вот этот словарь, страница 826. Да, проверяю, сразу проверяю в словарях. В 811 году в Германии на немецком языке опубликована переписка. Она имеется у одного из ингушских исследователей
с переводом на русский язык будет опубликовано в этой книге, о которой я говорю, новом материале. Я пока вам не зачитываю, кто и что эта книга готовится во всем. Да. Вот переписка приводится двух известных немецких ученых того времени, где говорится. Вот один другому пишет, сообщает информацию, что есть. Тот потом публикует. Это хранится ситуация. Там ни выдумки, ни придумки. Вот когда ссылаешься на российские архивы, да, на фолианты, на листы дела, иногда мне выговаривают: Руслан, как можно ссылаться на сведения оккупантов? Так это еще здесь России не было в 770 году. Еще здесь не владела Россия, а уже немцы ждали разведки, ждали, да, в каком селении кто живет, кто что делает. Сигер отскакивает здесь, если кто хочет правду узнать. Да, друг другу. Надо смотреть документы. Первоисточники. Понимаете? Там говорится в этой переписке, один другому пишет: пришли еще новые сообщения с Кавказа. Чеченцы, которых ранее считали славяне, на самом деле являются ногайскими татарами. Вот для желающих более подробно узнать про проводимые свидетельства вот этих исследователей, да, немецких, французских, сообщаю. В ближайшее время эти документы будут опубликованы в новой книге одного ингушского автора о миграциях ингушских обществ в указанных территориях. Да, это еще до российского владычества на этой территории. Да, все сообщается. Я приведу вам лишь некоторую часть указанных немецких источников. Да, все равно приведу. Хотя просил меня пока нет до публикации. Они представлены к предстоящей публикации. Исторический журнал для членов Королевского исторического института в Геттингене. Часть 2. 1773 год. Страница 260. Из беглого сообщения поясняется, среди прочего, переводится, что кавказские чечены являются не славянами, а ногайскими татарами. Посмотрите. Энциклопедическое изложение новейшей современной истории для всех состояний. Том 4, Лейпциг, 850 год. Страница 416. А в другом месте еще говорит. Только в горах Йох они сохранились в чистоте, в то время как на Сунже смешались многократно с татарами. Тут проживали преимущество татарские племена. Барахан, Тапли, Истису и другие, которые, несмотря на то, что говорят они по-татарски, относят к чеченам. Вот документы я вам зачитываю. Да. Они меня в комментариях говорят: Руслан, нас к этим относится. Никому я никого не отношу. Я вам документы зачитываю. Да, не выдумывайте. Энциклопедическое изложение новейшей современной истории для всех состояний. Том 4, Лейпциг, 1850 год, 1850 год, страница 416. Кавказ, приводится материал, Кавказ, материал. Чечен или чеченцы известны были еще со времен Страбона под именем Гела, которые они могли получить в области Алай. Да. Россия завоевала когда вот это писалось. В 773, потом это старые они материалы описывают даже. И в большой деревне Гелен. Название же, в скобках там указано, чечен, относится только к жителям деревни, известной раньше своими грабежами, с которыми русские прежде часто враждовали, поэтому назвали весь этот народ чеченцы с окончанием множественности. Вот необходимо указать, что подобные частые преднамеренные переносы вот этих местоположений деревень и разрушение экономического уклада сложившихся этнических обществ, вот эти царские власти задолго до учреждения на означенных территориях казачьих станиц, они способствовали разобщению монолитного алгайского населения в районе Алгай-Ария. Территория за Фортангой, нижнее течение Фортанги, на восток. Еще за Фортангой туда, да. Аллай, дук картаж душа, Аллай, дук перевал делаешь. Да, вот на этом Нагорье. Вот эти селения Верхнего Махан, Нижнего Махан, Зыгал-Юрт, Альтимир-Юрт, Аллай-Юрт, они потом были разрушены, население было согнано в одно крупное селение, а в крупных селениях Аллай не жили. Валерик Анцетлайцнах. Вот этот Валерик знаменитый. Да,
Там было население ингушское, его просто переместили. Вот эти насильственно переместили население вот этих ингушских хуторов из Галай-Ари. На ингушском языке обозначало легче помереть. Да, молодые. Из-за того, что они привыкли жить на равнине вольными обществами, небольших поселениях, в привольном состоянии. Очень серьезный хамдушан, Аллах и духа оборжет, когда говорят, почему они там хуторами такими жили, да. Залай традиции ханишан, древние традиции малавер. Мярихая и цинца камел еще шхалмац, да. Ну, говорил, мярихая хаймарва камел, общаться, да. Тещи цинца Аллай затяж, бакоханяц, общаться, да. Царь силил дешхантар. Вот, а это достигалось чем? Тем, что небольшими хуторами. То есть свадьба хули, фана хули, теща, нейцы ваших это шхандац. Это вот это условие, вот это ингушское же, культа шханишас. Вот эти требования уклада жизни и культов, они соблюдались именно вот за счет проживания вот этих небольших населенных пунктов. Там одна-две башни, десяток другой домов и так далее, и так далее. Саги Алиш Халыш даже не с этого брали, а обязательно с другого поселения. Да? Чтобы потом не видеть ни тещу, а отцу не видеть замужнюю дочь. Вот о чем разговор. Был хитрости ажишанцик, которые именно выводят ингушский хажл уклад, а не чей-то. Вот смотрите. Вот как описывает Загуров, да, переселение горцев в Турцию, Ростов-на-Дону, 1925 год, страница 9 и так далее. Что он пишет? Одного взгляда на карту достаточно, чтобы видеть, что Чечня сохранила свои естественно, отдаляясь от казачьей земли Сунджей, Ажал до сих пор не лишена выгод, которые давали ей лесистые, зарезанные глухим ущельем Черные горы. И он еще пишет, знаете что? Он пишет, что вот это все делалось, говорит, делалось это не для обеспечения надлежащего контроля, да, не столько за завоеванным населением, но и имело целью разъединения вот этих обществ, независимо от политического отношения к царизму. Загуров, вот эта указанная книга «Переселение горцев в Турцию», Кастарда Дешуаз. Страница 195. Великолепный материал. Да, великолепный. В немецком издании о населении Брагунов говорится о народности, что они тюркские, оно называется чеченами. Кадаш. Я ничего не придумаю, ничего не выдумываю. А я вам зачитываю документы. Бархал Холчан. Дал Рясхал. Спасибо за внимание.